Итак, наши молодые историки продолжают исследование памятников историко-культурного наследия в Галском районе. Храмы, которые уже 2,5 десятилетия были недоступны для посещения, теперь ждут своих исследователей. В этом регионе еще в советское время была произведена фиксация исторических объектов абхазскими археологами Иосифом Адзенбо и Михаилом Трабш. В основном же здесь копали грузинские археологи, и все найденное осело в архивах тбилисских музеев. Цель молодых абхазских историков – выявить и зафиксировать исторические объекты, составить электронную карту находок. Что нового в наших поездках? Это GPS-фиксация, конечно же, которая дает возможность локализовать данный объект намного точнее, чем это делалось раньше, так как эти карты дают такую возможность, электронные карты, а также эти объекты, которые на невооруженный глаз может не попасться на глаза, да, а GPS-фиксация дает возможность точную локализацию этих объектов, выявление их. Это, например, для археологических объектов очень важно, потому что через некоторое время некоторые археологические объекты, которые были уже заросшие, в настоящее время их найти очень трудно. Если они не будут исследоваться, они и вовсе могут затеряться. Но это геолокация, как ее называют, да, GPS-фиксация, дает возможность эти объекты уже в дальнейшем не терять и знать, где они точно локализуются. Здесь есть храм, датируемый VII веком в селе Цхире. В безбожное время советского периода храм был разрушен местными жителями. После того, как умерли люди, разрушившие его, стали умирать их потомки. Именно они восстановили уже в наше время один из древнейших храмов Абхазии. Местные жители показали развалины еще одного храма с необычным названием «Одна секунда» и рассказали прямо-таки мистическую историю. Есть легенда, был человек, который пришел в этот храм, и когда он выходил из этого храма, он пропал. Никто очень долгое время не знал, не слышал о нем, но внезапно, через некоторое время он появился. Когда он появился, он был того же возраста, но как он рассказал, он отсутствовал, по его мнению, только мгновение, только несколько секунд или секунду. И за это этот храм после этого называют «Одна секунда». Общеизвестно, в основе каждой легенды лежит зерно правды. Думается все же, что храм этот стоит на территории аномальной зоны, тем более, что такие случаи тоже бывали в других местах. Перед самым Ингурским мостом с абхазской стороны находится крепостная башня о Царце. Башня в 3 этажа прекрасно сохранилась, настолько хорошо, что на ее вершине находится российское КПП. Строение с зауженным верхом, сложенное из речных камней, датирует его 17 веком. Чуть ниже моста, на правой стороне Ингура, наша камера выхватила в лесном массиве грузинский флаг. Однако прямо напротив, на левой стороне реки, стоит абхазский флаг. Нам показалось такое расположение символичным. В селе Таглан наш проводник Тенгиза Налыпа показал белый храм 17 века. Здесь есть необычный каменный свод, арочные пролеты. С учетом того, что храм никогда не реставрировался, он неплохо сохранился. Молодые ученые обратили внимание на замурованные в стене 3 кувшина. Это сделано древними строителями для лучшей акустики церковного пения. Такие же кувшины были найдены в своде потолка Дранского монастыря. Но особо заинтересовал отпавший от стены фрагмент, на котором изображен человек с поднятыми руками. По поводу поднятых рук, этого
в этом фрагменте, к сожалению, часть фрагмента была обломана, и полностью рисунок не представляется возможным наблюдать, так как вот одна из поднятых рук, она вот не видна. Но можно сказать, что он обращается как бы к Богу. Это может какая-то фрагмент вот моления человека, может, как бы, или обращение к Богу. Мы видим человека с поднятыми руками. Одна рука у него, к сожалению, отсутствует, фрагмент поврежден. Ладони направлены вперед, то есть вперед смотрящему человеку. Как известно, в символике Абхазии современной также преобладает открытая ладонь. И символ ладони, он, в принципе, является одним из древнейших знаков, символизировал всегда открытость, какое-то расположение, да, скажем. И в истории, в археологии Абхазии открытая ладонь, она проявляет себя с очень древних времен. Ладонь можно увидеть на пиктроглифах, в виде петроглифов на гоарабском камне известном, который был описан впервые Орелкиным еще давным-давно. Воронов об этом упоминал также. Открытая ладонь известна даже в период Средневековья. Вот в нашем музее историческом имеются бронзовые фигурки человечков, которые стоят в полный рост, и у них тоже подняты руки, и ладонь направлена в сторону смотрящего человека. Но изображение на храме в Гальском, оно имеет особенности, так скажем. Дело в том, что эта ладонь имеет не 5 пальцев, как обычно у человека, а 6 пальцев. И в этом заключается загадка главная. Была ли это ошибка человека, который вырезал на камне фигурку, либо закладывался туда какой-то смысл. И та, и другая версия, они имеют право жить, потому что на сегодняшний день известно, что люди с 6 пальцами, они действительно существуют, и у некоторых эти пальцы очень даже хорошо функционируют, то есть они не испытывают какой-то дискомфорт. Возможно, это связано с каким-то человеком, который в то время, на момент строительства храма, жил или имел какое-то значение, вот его попытались как-то увековечить. Мы нашли в экспозиции Абхазского государственного музея бронзовую фигурку человека с поднятыми руками. Такое же изображение есть еще на одном музейном экспонате – железном медальоне. А в книге Михаила Трапш мы увидели рисунок облицовочного камня из Агубедийского храма. Та же открытая ладонь. Все эти находки ждут своего исследования. В селе Аба-Акыт, бывшая Дихазурга, наших молодых историков заинтересовала гора Сатанджо. На ее вершине белеют остатки крепости. Чтобы туда добраться, надо подняться почти на полкилометра вверх по склону, заросшему вековым лесом. На самом верху горы высится 15-метровая башня. Ее гладкие стены облицованы белоснежным известняком. Крепость Сатанджо, вот по моим ощущениям, и если эти ощущения сравнивать с данными, с научными, которые на сегодняшний день известны, можно назвать одной из главных крепостей, которая располагалась на территории, прилегающей к городу. Она находится на самой большой высоте в том месте, это около 500 метров. И по всей видимости, что с давних времен это место имело стратегическое значение, потому что в районе холмов и вокруг этой крепости сосредоточено большое количество памятников архитектурных. Это и храмы, это и какие-то крепостные сооружения, и даже стена,
протяженность около 500 метров. Но на сегодняшний день в самом центре башни, главной башни, находится деревянный крест. С какой целью его туда установили, тоже неизвестно. Там никаких надписей, ничего нет. Это просто крест, воткнутый в землю. Вокруг у его основания собраны камни, чтобы он не упал. И вот он там стоит. Возможно, это какое-то переосмысление местными жителями, потому что известно, что в разных местах, в том числе в Абхазии, со временем объекты получают другие, иные совершенно назначения. Крепости могут превращаться в места поклонения, храмы могут, наоборот, превращаться в оборонительные сооружения. Биолог Альбов, который обошел всю Абхазию, исследуя ее флору, пишет в своих воспоминаниях о том, что у подножия горы Сатанджо при распашке земли всегда находились старинные вещи. Сам он видел бронзовый топор, наконечник копья, женскую застежку фибулу. Путешественник Дюбуа де Монпере писал о постройке на этом месте в 1832 году русского укрепления. Краевед Чернявский в своих воспоминаниях предположил, что Сатанджо – это генуэзское название Санта-Ангело. Местные жители уверены, что Сатанджо переводится с мингрельского как «место пыток». Точку в этом вопросе должны поставить научные исследования объекта. Как бы то ни было, это сооружение имело важнейшее стратегическое значение, ведь с этой точки открывается обзор на весь Галский район. Нам кажется, что появилось очень много объектов для серьезнейшего исследования абхазских археологов в Галском районе.